Здравствуйте, в студии Надежда Саханская. Вы смотрите программу «Актуальное интервью». 15 января в рамках научно-просветительской программы Ботанического сада Северо-Восточного федерального университета в лектории парка «Россия. Моя история» торжественно откроется фестиваль знаний «Зимний сад Винтер-Гарден». В рамках фестиваля пройдут лекции, семинары по ряду научных направлений, также состоятся различные мастер-классы. Поговорим о предстоящем фестивале с нашей гостьей, директором Ботанического сада СВФУ Натальей Ивановой. Наталья Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, в каком формате пройдет фестиваль и проводилось ли нечто подобное ранее? Это наш первый фестиваль подобного плана, но вообще он проводится в рамках регулярных мероприятий, которые проводятся нашим ботаническим садом. Скажите, а с какой целью вообще проводится фестиваль Винтер-Гарден и на какую аудиторию нацелены эти мероприятия? Вообще его основная цель – это формирование у людей экологичного образа жизни, понимание взаимосвязи природы и человека, то, что именно в комплексном плане можно воспринять все тонкости, все грани развития и внести какой-то свой вклад в дело сохранения биологического разнообразия. Скажите, какие еще мероприятия Ботанический сад Якутского университета проводит в течение года? Что помимо Винтер-Гарден запланировано в ближайшее время, что стоит посетить? Вообще Винтер-Гарден будет проводиться в течение 1,5 месяцев, и там вообще очень много разных мероприятий, кроме выставки «Песни моря и цветов на дальних берегах». Это выставка акварели, пейзажей, и она будет проходить постоянно, а по выходным, по субботам, по воскресеньям у нас будут проходить тематические встречи, разные мастер-классы и прочее. Основная цель таких мероприятий – это не только, чтобы люди пришли, посмотрели, но и узнали что-то о нашей природе, чтобы смогли тоньше прочувствовать и понять, что даже один человек может внести существенный вклад в охрану своей Родины. Скажите, 15 января начнется фестиваль, и вы упомянули, что там будет выставка цветов. А как это? Не цветов, выставка картин. Выставка картин. Да, выставка картин, которые в свободном доступе. Вообще все наши мероприятия, они будут в свободном доступе. Любой желающий может подойти и совершенно свободно посмотреть, посетить все занятия. И будет очень много встреч с разными интересными людьми, когда ведущие ученые и даже студенты подключились к этому делу. Они расскажут о своих исследованиях доступным языком, чтобы каждый мог понять и найти что-то интересное для себя. Также мы подразумеваем выступления даже школьников, начальных классов, даже у нас есть школьники начальных классов, с целью показать, что любой ребенок может провести какое-то свое исследование. Главное найти интересную тему и ее обработать, составить план, провести работу и доложиться. Это учит формулировать свои мысли, учит выступать на публике детей, что тоже очень важно. Обычно такие мероприятия проходят в узком кругу, и их видят только ученые. А когда другой человек послушает и поймет, да, я тоже могу, да, я могу тоже что-то сделать. Также у нас есть запланированы встречи с интересными людьми, которые нам расскажут очень много каких-то сведений новых. У нас будут творческие встречи, это и поэтический вечер пойдет, и мастер-класс по технике речи. Очень много мастер-классов именно творческой направленности по рисованию, по изготовлению каких-то изделий из разных материалов совершенно. Я думаю, что каждый может для себя найти там что-то интересное. Тогда давайте поговорим с вами про ботанический сад. Если с летним сезоном все более-менее понятно, как он работает в зимнее время? И как происходит подготовка к летнему сезону? Вообще подготовку к летнему сезону мы начинаем сразу после его окончания, то есть уже осенью. Мы строим планы на будущий год, мы думаем, что мы будем показывать, какие-то перспективные у нас будут объекты, и начинаем уже их реализацию. Для выполнения требуется время, требуется обработка материала. Мы должны знать, как это будет в конечном итоге выглядеть. Ну и, конечно же, что мы покажем, какие растения будут у нас представлены, что мы можем показать нового, интересного, что раньше не видели. И вот это все воплощается. И уже с января у нас начинаются работы по выращиванию растений рассады. А как проходит лето в ботаническом саду? Лето у нас очень стремительное и быстрое. И мало того, что основную работу, конечно, у нас занимает это уход за растением, это изучение растений, но и сбор материала, вообще научных исследований, проведение, ну и также очень существенную роль занимает работа с населением. Мы не только какие-то праздники у себя на территории организуем, мы еще организуем
мастер-классы, обучающие мастер-классы, когда заявляется какая-то определенная тематика. Люди приходят, заинтересованные люди, приходят к нам, мы им показываем все и даем возможность людям самим тоже принять участие какое-то в этой работе. А после у нас запланированы обычно ботанические чаепития, то есть мы травяные чаи пьем и беседуем в свободной обстановке на разные темы, отвечаем на вопросы. Весной принято говорить, что просыпается вся природа. Стоит отметить, что и черемуха начинает цвести. Есть ли какие-то мероприятия, посвященные этому прекрасному явлению природы? Да, вот в прошлом году у нас прошел такой фестиваль любования цветения, который называется «Саханами». То есть просто человек приходит и радуется. Плюс он еще получает какие-то знания и проводит хорошо время, с семьей общается на природе. И вот у нас в этом году мы будем второй раз уже проводить. Мы сделаем этот фестиваль традиционным. Вход в ботанический сад обычно свободный. Тоже в это время он длится в течение 3 недель. Вот этот фестиваль. Сначала у нас идет любование цветением черемухи. Она у нас самая первая зацветает, потом у нас цветет и яблоня, неделя яблони происходит, и потом сиреневая неделя, когда цветет сирень. В это время свободный доступ, можно на территории сада приходить, проводить время с семьей. Наталья Сергеевна, ну, к вам в ботанический сад приходят, наверное, и просто полюбоваться природой, и те люди, которых можно назвать садоводами. Да. Какие мероприятия запланированы для них? Ну, вот наши мастер-классы, о которых я уже упоминала, ботанические чаепития, они будут обязательно проходить. Будем смотреть темы, какие актуальны, интересны. Ну, по запросам в основном, конечно же. С какими темами чаще к нам обращаются, на те темы и стараемся проводить наши мастер-классы. Консультации мы всегда стараемся любого посетителя своего, ну, ответить на все его вопросы, чтобы получил он максимально полную информацию, стараемся, ну и по телефону отвечаем очень много, особенно весенний-осенний период, очень много вопросов мы получаем. И социальные сети, конечно же, тоже. Расскажите тогда еще, пожалуйста, об оранжерее. Сколько насчитывается растений и какие для наших мест растения в ботаническом саду, точнее в оранжерее, самые уникальные? Ну, растений, конечно же, там достаточно большое количество. Они представлены и в основном тропические и субтропические растения, то есть разного климата, которые произрастают в своей природе в разных климатах. У нас они, конечно же, только как комнатные, как оранжерейные культивируются. К сожалению, сейчас вход в помещение оранжереи не очень удобный, потому что в связи с ковидными мероприятиями антитеррористическими нужно заранее готовиться, если кто-то хочет попасть в оранжерею, делать пропуск и прочее. А так там более 150 видов растений супана. Ну, наше основное направление работы там не сорта разные собирать, а именно виды, и то прародители, которые раньше становились родителями вот этих вот новых сортов, чтобы показать, из чего вообще все это произошло. А есть ли какие-то растения, привезенные, возможно, с других континентов, которые, на удивление, очень хорошо прижились на территории республики? Да, конечно же, такие же растения есть. И у нас, кстати, будет на нашем фестивале «Зимний сад» тоже будет рассказ о том, как выращивать у себя в комнатных условиях, в домашних условиях экзотические растения. Очень интересно, можно будет пойти послушать. А если говорить о растениях в нашем городе, в частности, озеленение, какие растения для этого лучше всего подойдут, как правильно стоит этим заниматься? Ну, в основном тут, конечно, стоит делать упор на растения нашей флоры, потому что суровый климат, он накладывает свои определенные условия. Самые устойчивые вот растения, которые у нас в Якутии растут. Но есть такой список растений, интродуценты мы их называем, то есть которые мы выращиваем специально, которые раньше в нашем климате, в нашем регионе не росли. И они вполне устойчивы и могут быть использованы. Это очень такой, ну, не очень большой список, конечно же, но очень вполне перспективный. Та же самая яблоня ягодная очень хорошо может использоваться в озеленении как города, так и частных территорий. Сирень может использоваться, ну и другие, конечно же, виды растений. А есть ли какой-то момент сотрудничества ботанического сада с мэрией города или, может быть, с ландшафтными дизайнерами как раз по этой теме? Да, мы постоянно работаем с мэрией, постоянно работаем со всеми их оперативными штабами. Даем им консультации, тоже какие-то рекомендации, выступаем, какие-то экспертные заключения даем. Это мы постоянно проводим. Ну и с дизайнерами, конечно, тоже проводим, потому что очень сейчас много дизайнеров получают заказы не из Якутии, и им сложно ориентироваться по нашему ассортименту. Поэтому довольно часто обращаются и дизайнеры тоже.
Скажите, а к вам обращаются, возможно, дачники или владельцы частных жилых домов для того, чтобы облагородить свою территорию за саженцами или, может быть, за консультациями о том, как красиво украсить свой двор и как правильно ухаживать за растениями? Да, конечно же, частники обращаются обязательно. Кроме того, что мы продаем, реализуем свой посадочный материал, вот эти саженцы, которые мы испытали, растения многолетние, травянистые, декоративные растения, однолетние, овощные, там, овощные, цветочные культуры, мы и рассказываем, как что лучше сделать обязательно. Иногда у нас бывают и выездные консультации, да, такое есть. Давайте напомним для наших телезрителей, что сегодня мы говорим про фестиваль знаний «Зимний сад». Вернемся к нему. Какие лекции запланированы, на какие темы, для того, чтобы мы знали примерное представление вашей программы? Кроме ботанических, вот каких-то биологических у нас мероприятий, да, лекций, у нас еще и запланированы науки о Земле, географы к нам пришли, этнографы, даже филологи. Очень много интересных работ от студентов Института зарубежной филологии по номенклатуре, потом как образуются имена каких-то героев мультфильмов, встречи с представителями коренных народов Севера, о том, как их традиционный уклад, мы послушаем, рассмотрим, как у них вот вообще традиционный их жизненный уклад, как вот оленеводство у нас развивалось в Якутии. Ну вот очень много подобных тем будет. Ну и мы, конечно же, будем сами рассказывать о том, что можем сделать, что каждый может сделать у себя на участке, у себя дома, что мы можем вообще внести вклад в город. Будем разбираться, как нужно как нужно с мусором, например, обращаться, что может каждый человек сделать. И еще у нас будет презентация 2 экологических конкурсов в рамках этого мероприятия. Это «Возьми дерево в семью», это вообще конкурс семейных проектов. То есть семья выбирает какое-то определенное дерево, узнает его историю, проводит небольшое исследование и предоставляет свои результаты, которые они сделали. Это конкурс 2-летний, и в конце его победители получат очень хорошие призы. И еще один маленький конкурс, он в рамках фестиваля будет длиться. Вот мы 15-го его презентуем, и 15 февраля мы будем уже собирать результаты. И на закрытии фестиваля мы определим победителей. Это конкурс называется «И один в поле воин». Благодарю вас, Наталья Сергеевна, за такую интересную беседу. Будем надеяться, что фестиваль пройдет на очень высоком уровне. Спасибо большое. Напомню, сегодня мы говорили о фестивале знаний «Зимний сад Винтергарден». Вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.